Здравствуйте, дорогие наши друзья. Меня зовут Саидмурод Давлатов. Я бизнес-тренер с 98 года. Саидмурод Давлатов, доктор психологических наук, доктор экономического развития, профессор бизнеса и маркетинга, основатель и президент Международного центра развития человека САМО, инвестор в недвижимость, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин. Автор серии книг-бестселлеров «Философия муравья» общим тиражом более 2 миллионов экземпляров, издаются в СНГ и США. Владелец и совладелец 18 видов бизнеса. Индивидуально обучает 269 предпринимателей с годовым оборотом до $3 миллионов. Международный бизнес-тренер с 1998 года. Бедные мысли категориям обвинения. Ой, это вообще колоссальный подход вообще. Супер. Вы знаете, вспомните первый день, я вам вчера говорил о том, что если хотите узнавать будущее человека, послушайте его внимательно. Вы сразу узнаете будущее, кто он станет или как будет он жить. Да? Бедные мысли категориям обвинения. У кого, кто мыслит категориями бедности, они постоянно обвиняют других. Они обвиняют и обвиняют. Бедные мысли категориям обвинения. Ой, это вообще колоссальный подход вообще. Супер. Вы знаете, вспомните первый день, я вам вчера говорил о том, что если хотите узнавать будущее человека, послушайте его внимательно. Вы сразу узнаете будущее, кто он станет или как будет он жить. Да? Бедные мысли категориям обвинения. У кого, кто мыслит категориями бедности, они постоянно обвиняют других. Они обвиняют и обвиняют, обвиняют и обвиняют. За все недовольны и обвиняют. Я вам скажу так. Никогда никого не вините. Почему? Я объясню. Внимание. Если эта девушка мой сотрудник, я начну ее обвинять, тогда она начнет управлять надо мной. Теперь от ее поведения будет зависеть мое настроение. Понимаете, да? Когда вы обвиняете мужа, от его поведения вы зависимы. Когда вы обвиняете экономику, вы зависимы от течения экономики, что происходит на рынке. Вы не можете изменить или направлять, или создавать то, что вы хотите. Когда вы обвиняете себя, то же самое происходит. Потеряете уверенность. Вы не можете уверенно принимать правильные решения. Не обвиняйте людей, не обвиняйте ситуации, не обвиняйте события, никого не обвиняйте. Потому что, внимание, когда человек обвиняет кого-то, он сам себе заставляет, то есть соглашается быть подчиненным другим. Другие будут управлять вами. Эмоционально вы будете зависимы от их поведения. Кто из вас иногда обиделся и начал обвинять родственников? Давайте по-честному. А вы заметили, что вы ходите постоянно, у вас в голове они? Вы заметили? Вместо того, что делом заниматься, ходишь, переживаешь за них. Может быть, тот человек, которого вы обвиняете, вообще не думает о вас. Согласны? А мы зависимы попадем. То есть, если человек обвиняет ситуацию, обвиняет людей, эти люди начинают его управлять. Никогда не обвиняйте никого. Внимание, внимание. Вы хоть разу задумались о том, что почему, например, два человека, снова возьмем 2 человека, Арман Улан, 2 человека. Один из них, оба что-то делали, у обоих не получилось. Бывает такое, но не получается. Но почему-то один из них, например, скажем, Улан, продолжает делать, а Арман перестанет делать. Одна и те же дела, но у обоих не получилось. Это вопрос для меня всегда был один из важных вопросов. Смотрите, что делают богатые люди. Смотрите, что делают богатые люди. Что делают? Богатые мысли категории. Нехватка опыта, навыков, умений. Смотрите, на минуточку, пожалуйста, ничего не писать. Вы должны это понимать сейчас, то, что я говорю. Если у кого бедное мышление что-то делать не получается, он начинает сначала всех обвинить. Работникам обвиняет, там всех обвиняет, клиентов обвиняет, поставщиков обвиняет, вот, банков обвиняет, что кредит большой и так далее. Всех подряд обвиняет.
а потом в конце концов себя обвинять, что да, я сам такой, дурак такой, не получается, был невнимательный, жена сказала, что будет внимательна, а я куда смотрел, там брат сказал, а я все равно. Он начинает себя обвинять. А что делают богатые люди? Если у них что-то не получается, они никогда не обвиняют себя. Они говорят, я хороший парень, я классный парень. У меня не получилось не потому, что я плохой человек, только потому, что у меня не хватает знаний. Я накоплю эти знания, я накоплю этот опыт, снова попробую. Внимание, внимание. Старайтесь понимать это. У меня не получилось, потому что я плохой, потому что я там такой-сякой и так далее. У меня не получилось, потому что не хватало знаний. Я научусь этому, я приобрету этот опыт, я снова попробую. Поэтому у них уверенность сохраняется. Кто меня понял? У этих людей сохраняется уверенность, потому что у них сознание воспринимает неудачу, как будто это неудача благодаря нехватке знаний. Это не конечный результат. Это всего лишь нехватка знаний. Я изменю, я научу и попробую снова. Поскольку у них вот эта мысль в голове здесь по-другому воспринимается, у них уверенность сохраняется. Хоть 100 раз эти люди будут потерять, они снова попробуют. Они будут снова попробовать. Это как прямо во философия муравья. Постоянно будут бороться и делать, потому что это надо делать. Кто из вас умеет разговаривать на японском? Кто из вас умеет разговаривать на корейском? Хорошо. Кто из вас умеет разговаривать на русском? А теперь вопрос. Дорогие мои, вы все умеете, просто пока не научились. Кто понял? Вы все умеете, просто пока не научились. Правую руку поднимаем, обнимаем соседа. Скажем, есть хорошая новость. И обнимаем. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Кто хочет стать миллионером? Есть хорошая новость. Этому можно научиться. Есть хорошая новость. Кто хочет иметь крупный бизнес? Этому можно научиться. Вы ловили эту идею? Это колоссальная новость. Это же можно научиться. Просто нужно продолжать. Если что-то не получается, только потому, что не хватает знаний. Поверьте, постоянно так надо думать. Это дает силу человеку. Она вдохновляет. Дальше пойдемте. Перед мысли категориям люди одно целое со своими что? Ошибками. Я научусь этому, я приобрету этот опыт, я снова попробую. Поэтому у них уверенность сохраняется. Кто меня понял? У этих людей сохраняется уверенность, потому что у них сознание воспринимает неудачу, как будто это неудача благодаря нехватке знаний. Это не конечный результат. Это всего лишь нехватка знаний. Я изменю, я научу и попробую снова. Поскольку у них вот эта мысль в голове здесь по-другому воспринимается, у них уверенность сохраняется. Хоть 100 раз эти люди будут потерять, они снова попробуют. Они будут снова попробовать. Это как прямо во философия муравья. Постоянно будут бороться и делать, потому что это надо делать. Кто из вас умеет разговаривать на японском? Кто из вас умеет разговаривать на корейском? Хорошо. Кто из вас умеет разговаривать на русском? А теперь вопрос. Дорогие мои, вы все умеете, просто пока не научились. Кто понял? Вы все умеете, просто пока не научились. Правую руку поднимаем, обнимаем соседа. Скажем, есть хорошая новость. И обнимаем. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Есть хорошая новость.
Всему можно научиться. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Кто хочет, дает сила человеку. Мою книгу «Стать богатым может каждый». Изучайте его внимательно. Мою